Так, всем привет, Гибрид-центр, работаем. Сегодня у нас в работе вот такой вот Honda Shuttle. Пробега у него до 100 тысяч километров, 98, по-моему, тысяч километров. Человек сделал правильное решение и очень рано решил обслужить свой выжимной механизм. Вот именно вот в такой пробег, сотка, чуть-чуть больше соточки можно, там 110. К 100 тысячам можно сделать обслуживание выжимного подшипника. Почему сделать выжимной подшипник обслуживания хорошо в такой пробег? Потому что это тот пробег, когда сцепление только-только начинает, в принципе, увядать. Вот. Ну, то есть у него кончается смазка заводская, она сушится, превращается в пыль, фрикционной пылью заволакивает внутренние части подшипника, и он начинает работать уже на выработку. Как наждачкой внутри все эти шары и все остальное полировать начинает. Вот. Ну и соответственно шары тоже истачиваются, и потом уже как бы начинаются проблемы с люфтами. Как только появляется немножко в подшипнике люфт, он начинает шуметь, греться. Ну и соответственно выходит из строя полностью весь выжимной механизм. Вот. В данном случае смотрим, корзинка в хорошем состоянии, нету на ней ни синевы, ни нагара, ничего такого нету. Он очень в хорошем состоянии. Вот, то есть мы сейчас этот механизм достанем, разберем, перемоем, все смажем хорошей смазкой, подобранной смазкой, которую мы уже годами используем и уверены в ней на все 100%. Вот. Проверим сальники. Ну, сальники, смотрю, что не текли. В хорошем состоянии здесь все. Можно подсветочкой сделать. Вот все сухое. Сальники трогать в этом случае не стоит. Здесь тоже видно, что коробка вся сухая полностью. Сальники здесь, скорее всего, трогать вообще не будем. Просто обслужим выжимной механизм. Вот. Ну и соответственно проверим целостность подшипников. Может быть такое, что там уже есть треснутые сепараторы и все такое. У нас были случаи, когда на мелких пробегах тоже это все было. Ну там уже будем смотреть по обстоятельствам, как говорится. Ну будем надеяться, что все хорошо. Вот. Такие дела. Вот такие машины. Чтобы это все обслужить, нужно снять коробку передач. Балка откручивается полностью. В таком случае мы можем сразу провести немножко по ходовому, так сказать, замену ходовой части. Проверить сразу шаровые. Вот в этом случае шаровые в хорошем состоянии, линки мертвые. Вот. В данном случае, ну, как бы я буду звонить клиенту, предлагать ему поменять линки. Ну, в принципе, как бы это дело егошнее, линки он поменять может и сам. Проблем в этом нету. Но также можно посмотреть, вот, но если шаровые убитые, сразу их поменять, пыльники поменять можно. Иногда мы можем сразу по ходовому обслужить пыльники приводов, бывают порванные, поменять их на что-то. То есть, когда мы разбираем передок, нам уже это все в доступе. Так мы сильно ходовкой специализированно не занимаемся, так как у нас есть в городе очень много всяких ну, как бы АСТОшек, которые занимаются ходовкой. Я на этом не специализируюсь. Но, в принципе, мы можем это сделать. Вот. По шаровым, прессовка шаровых считается, как бы, по линкам, в принципе, мы их бесплатно поменяем. Вот, проблем в этом нету. Если нужно сальники поменять, мы сальники поменяем. Это входит в стоимость работы, в принципе. Вот. Вот как-то так мы работаем, в принципе. Будет заменено масло в коробке обязательно на Honda DV1. Будет оригинальное масло залито. В бачке актуаторы тоже поменяем. Во-первых, мы их помоем, так как мы их открутим. Во-вторых, мы заменим там тормозную жидкость. Вот такой вот комплекс работ будет пройден. Это что касаемо обслуживания роботизированной коробки. Также здесь был заказ отрегулировать клапана, проверим свечки, регулировку клапанов проведем, в принципе.
Ну, вот такой вот комплекс работ будет проведен. А, здесь еще будет заменена тормозная жидкость в суппортах. Ну, то есть полностью во всех контурах будет замена тормозной жидкости. Стойка, видно, что у человека бежит. Стойка, видать, пробитая. Тоже об этом мы ему скажем. Масла очень много вытекло. Вот. Видно, что она сопливая. Ну, а так, в принципе, все нормально. В остальном, вроде машина в хорошем состоянии. Вот так вот мы работаем. Так что, кому надо обслуживание роботизированной коробки передач, ребята, обращайтесь. Вот. Беру в работу машины до 150 тысяч километров. Все, что свыше 150 тысяч километров, где уже стоит китайская и все такое, ну, в принципе, мы обслуживание не берем, но ремонт берем. То есть там уже, в принципе, и замена, скорее всего, будет деталей, выжимных, сцепления и все такое. Это мы можем сделать, в принципе. А вот что касаемо лайтового вот такого обслуживания, оно идет до 150 тысяч километров. Можно это сделать, где-то дефектануть подшипники и все такое. Опять же, по гарантиям могу сказать, что этот узел никаким образом от нас особо не зависит. Ну, я имею в виду, конечно, его плохо обслуживать нельзя, но у нас столько опыта, что мы плохо его обслужить никак не можем. Но и опять же, жизнь не дать ему какой-то сверхъестественной мы тоже не можем. Вы должны это понимать, что если мы обслуживаем выжимной, это не значит, что он будет у вас гарантированно ходить на все 100%. Это все зависит от того, как вы ездите, стиль езды, как вы ухаживаете за автомобилем. Да много от чего зависит. Зависит от того, в каком состоянии вы уже приобрели автомобиль. Вот, бывает такое, что на шаттле, допустим, кто-то гонял до этого, потом вы купили эту машину, сцепление отжатое, сдаете его на обслуживание, но мы как бы можем его посмотреть визуально, оно может быть целым, но выработку мы увидеть никак сильно большую не можем, поэтому узел может выйти из строя после технического обслуживания, то есть к нам претензий, извините, 0. Вот. Если он вышел из строя, значит надо ему менять на контрактное, либо на новое, другому не дано. Ставить сюда китайское выжимное, всякие разные китайские подшипники, доработанные, недоработанные, это все я вам скажу, что большая шляпа, потому что оно работать не будет. Либо машина с сервиса выйдет и поедет, откалибруется каким-то образом, и можно это сделать, но в дальнейшей калибровке она поддаваться не будет, пинаться будет, либо она по истечению 5-10 все равно выйдет из строя, и вы будете опять платить за вот этот вот ремонт. Съем коробки дорогостоящий, поэтому извиняйте, как бы будете платить деньги. Кто экономить питается на китайских подшипниках, тот по себе знает, что ничего в этом хорошего-то и нету. Все, кто пытался, все пробовали, не все такие как бы умные. Вот. Или кто-то хочет себя как бы хитрее всех и умней возглавить, но не получалось ни у кого. Почему? Потому что мы 3 года назад еще профессионально этим всем делом занимались, и в принципе я не нашел выхода потенциалу именно в китайских выжимных подшипниках. Я их перепробовал всякие разные, вот. Ничего особо они долго не ходят. Вот. Почему отказался от китайских выжимных подшипников? Потому что начала страдать репутация сервиса чуть-чуть. То есть 2-3 машины у нас были инциденты, когда мы ставили. Ну, ставил, опять же, я сразу всем говорил, что это без гарантий. Вот. Но долго это все дело не ходило. Мы переделывали, ставили на контрактное. Но сейчас тут более-менее контрактные машины, они бегают нормально. Все, что на контрактных запчастях, у нас вроде бы не возвращалось особо. Так что, в принципе, единичные случаи всегда бывают, конечно, но зависит от состояния контрактного. Но, тем не менее, это все очень даже нормально ходит. Вот. Все, что касаемо нового выжимного подшипника, здесь 50/50.
Мы ставили много выжимных новых запчастей уже. Ну, некоторые ходят, причем мы их не перемазывали, ничего не делали, просто с коробки установку делали и все. Но в последний раз у нас попалось сцепление, проходило оно всего 2 месяца. Вот, 2 месяца оно проходило и вышло из строя, сгорел. Ну, оно не то, что сгорел, он не сгорел. У него произошла разгерметизация муфты. В муфте трещина возникла каким-то образом. Какого хрена она возникла на новом выжимном, непонятно. Вот. Может быть, есть такой как бы момент, что надо эти выжимные прикатывать. А люди как бы начинают на них топить, на этих машинках, сразу после выхода из сервиса. Я всем говорю, что надо прикатывать первый месяц примерно. Машина должна ездить в режиме не более 80 км в час. Вот. И желательно после 2 недель откалибровать автомобиль. Потому что первый фрикционный слой нового вот этого вот подшипника, говорю, нового диска сцепления, он стачивается быстро. И зазор робот может увидеть уже другой. То есть он начинает через 2 недели примерно подпинывать. Потом надо подкалиброваться, указать ему новый зазор до подшипника, и в принципе должно ходить. Но, тем не менее, я говорю, что у нас был фит, где 2 месяца всего отходило сцепление. Даже как бы несмотря на то, что мы все правила полностью по деинсталляции, инсталляции этого узла делаем все правильно по техническим, как бы технически мы делаем все правильно. Но, к сожалению, бывает заводской брак деталей, и от этого никуда не денешься, а деталька, она стоит очень дорого. И те продавцы, которые продают это сцепление, они не дают никаких гарантий. Вернуть узел мы уже обратно никак не можем. Соответственно, и я на новую деталь тоже не даю гарантию. Вот. Поэтому, ребята, надо смириться с этим. Вот такая машина, она какая есть, такая она есть. И ничего с этим поделать нельзя. Этим запчастям нету никаких альтернатив. Хорошие детали, уникальный какой-то супер детали еще пока что никто не придумал. Все, что уникальное и хорошее, оно ставилось на автомобиле с завода, на конвейере. Вот. Эти детали ходят по 200 тысяч километров почему-то. Вот именно те заводские детали, которые установлены на заводе изготовителя, они ходят долго, они качественнее сделаны. А те, которые уже выпускают на заводе на продажу, либо партия какая-то была для сервисного момента, я думаю, что она не очень-то и была качественная. Вот. Раз на раз, как говорится, не приходится. Все. Что хотел сказать, ребята, по обслуживанию РКПП Honda. Ну, такое новое немножко видео. Я чуть-чуть отошел от своих дел. Сейчас буду немножко подпиливать контента. И как бы много чего мы, наверное, еще порассказываем. Своим опытом немножко поделимся. Вот. Так что, кому интересно, не отписывайтесь от канала. Наоборот, подписывайтесь. YouTube все равно живет. И мы будем все равно там немножко подкладывать видео. Наверное, не так, как раньше было. Что-то показывать уникального я не буду. Я просто делюсь своим опытом. Вот. И учить, конечно, на свою голову конкуренцию и все остальное я не собираюсь. Вот. Но есть люди, которые очень рукастые, и они в состоянии сделать вот эту всю работу сами. Вот. И в принципе мы не против таких людей. Наоборот, где-то что-то могу иногда даже помочь. Но я помогаю многим в городах, многие мне звонят, бывает, как бы я беру телефоны, иногда бывает, когда есть времени с кем-то поговорить, иногда помогаю, вот. Но не всем, как говорится. Есть аудитории, которые как бы не очень хорошие, поэтому таким мы помогать не собираемся. Все, всем пока, ставьте лайк, ребята. Тут, ребята, еще немножечко
Ставку сделаю видео. Это наше новое направление. Направление литий-ионных батарей по Honda. Мы уже обкатали эту технологию. С китайским литием у нас напряги пошли. В принципе, он себя неплохо зарекомендовал. Вот этот вот продукт, который нам поставляли. Но у поставщика сейчас очень какие-то проблемы. Затянуть его и все такое. Вот. И мы перешли на Honda литий-ионные батареи. И нам очень эта технология понравилась. В принципе, все ходит, все хорошо. Следим за машинками, все нормально. Вот. Армен уже вот собирает у меня литий-ионные батареи без проблем. Что еще? Корпусины выкупаем под такой момент. Так что у кого есть корпуса, в принципе, тридцатники, нас интересуют аквы, нохи, воксики. И еще мне нужен корпус от Харриера, 2015 год. Кто может поделиться корпусами, не так дорого, как бы обращайтесь. Звоните, мы выкупим. Вот. Что еще? Старыми ремонтами батарей мы занимаемся крайне редко. Занимаемся мы ими только в том случае, когда у нас батарея более-менее живчик. 50 хотя бы процентов в них емкости имеется. Тогда можно что-то подремонтировать. Такую батарею в ремонт можно взять, немножко докатать батарею. Это ремонт. Вы поймите, что ремонт это не значит, что я поставил туда 2, 3, 4 элемента и у вас новая батарея. Такого не будет никогда. У вас как была старая батарея, так она и останется старой. Вот. Но покататься, немножечко отсрочить момент до покупки новой батареи, допустим, у вас нет денег или что-то такое, кредитоваться вы не хотите, машина нужна, мы можем сделать, собрать вам такую батареечку, которая докатается. У кого нет денег на оригинал, грубо говоря, ну, Gen 4 там или еще какие-то там новые контрактные батареи, да, мы можем вам сделать, предложить вот такую альтернативу литий-ион от Honda. Берем мы за эти батареи 150 тысяч рублей. Где-то, может, кому-то скидочку, может, сделаем. Ну, как бы, все от людей зависит. И, в принципе, как бы, мы можем собрать сейчас Вокси, Акву, Prius 20, Prius 30. Все, в принципе, Кроун тоже можем собрать на литий-ионе. Такие вот автомобили мы сейчас будем делать. Ну, в принципе, как бы, что могу сказать. Вот вам альтернатива. Хотите китайский поставим литий, достанем, если нужно будет. Хотите вот такой поставим, хондовский. Технология проработана, технология полностью с защитой от перезаряда. Есть у нас решение. Вот. В принципе, все мы делаем как надо. И что еще? И также контрактные батареи можем тоже вам устанавливать. Кому нужны новые батарейки совсем или контрактные, обращайтесь тоже. Якутия. Цены у нас такие же практически, как во Владивостоке. Если сравнивать с тем, что продукт во Владивостоке могут продать какого-то старого качества, не очень хорошего, то у нас всегда отборные батареи. То есть мы отбираем их, проходит контроль качества 2 раза. Во Владивостоке один промер идет, второй промер в Якутске. Также доставку учитываем, это дорого. До Якутска у нас логистика дорогая. Поэтому, ребята, что вы там купите батарею, что здесь купите батарею, разница небольшая. Но могу сказать, что здесь вы хотя бы ко мне всегда приедете, и я вам всегда по гарантии поменяю. Никаких проблем. В любой день. Это делается очень скоротечно и быстро. То есть раз вы приехали, я вам устранил какую-то проблему. Найдем время, приоритет поставим. Если что-то случится с контрактом, мы решим вопрос. Если вы будете покупать батареи во Владивостоке, то тут могу сказать, что вы будете дело иметь с владивостокскими сервисами. И тут уже неизвестно, гарантию вам эту сделают или не сделают. Либо это будет проходить очень долго. Отправь батарейку туда, отправь батарейку сюда. Там могут что-нибудь накосячить, что-то где-то не прикрутить, не докрутить. Вы человек неопытный, вы это не поймете, вы будете мучиться. То есть машина по факту будет стоять очень долго в гараже. Вот. Либо обращаться ко мне будете, а я уже тоже как бы такие ремонты не сильно люблю брать. То есть я не люблю делать работу после кого-то. Это первый момент. Второй момент.
Зачем мне это нужно? Вот. Я на этом не зарабатываю, а шишки катятся ко мне. Я не хочу таким заниматься. Вот. То есть, либо у меня обслуживаетесь, либо идите лесом в другой сервис обслуживайтесь, где хотите. Вот, есть такой момент. Ну, в принципе, все, что хотел сказать по вот этому моменту. Также могу сказать по Галфу немножко хочу добавить. Очень хорошее масло, хорошо себя зарекомендовало. В этот момент у меня уже 3-й год я его заливаю во все автомобили. И трансмиссионки, и моторные масла используем, и уже и антифризы, и все, что хочешь, как бы, и тормозные жидкости. Классная продукция, цена супер четкая, прям. Для такого качества продукции цена очень хорошая. Вот, допустим, литр масла стоит 1200 рублей. Вот. Это дешево по сравнению с молигринами и всем остальным моментом, да. То есть я сейчас потихоньку перехожу на Галфа полностью. Не знаю, как будет дальше, цены скакнут, не скакнут, но пока мне цена устраивает, все хорошо. Вот. Друг у меня поставщик очень хороший, никогда не подводит, все вовремя мне доставляет, как бы. Все прям устраивает по Галфу меня. Хабаровск, Серега, Галф, как бы тебе очень большой респект и привет от гибрид-центра Якутск, хочу сказать. Обращайтесь, кто Хабаровский, кто как Сереге по Галфу. Вот. Ну, как бы вот так вот. Мы официальные дилеры в Якутии. Цена у нас практически такая же, только учет доставки идет и все. Транспортировка, как бы вот, она в стоимость входит. Больше ничего. Ну и в принципе все. Вот так вот, ребят, немножко сегодня рекламу Галфу сделал. Так что обращайтесь в наш сервис. Все, кому надо, зальем. Масло поменяем без проблем, обслужим ваши роботы, поставим хорошую батарейку на ваш гибрид, ну или другие технические работы, какие хочешь, мы делаем. Ценник у нас подороже, но за качество стараемся отвечать. Все, всем пока.